Здравствуйте, на телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова, и вначале коротко о ключевых событиях. Премьера для московского зрителя. Я успела и расплакаться, и посмеяться, все ладошки себе сбила. Спасибо большое за такие потрясающие впечатления. Это правда здорово. Спасибо. Башкирский академический театр оперы и балета представил на сцене Большого одну из своих лучших постановок о Сергее Рахманинове. Думаем планы уже на следующий год. Мне кажется, это здорово не только для, безусловно, артистов Башкортостана, это и для московского зрителя тоже большой подарок. Горячая пора для дорожников и автомобилистов. В Башкортостане активно ведется ямочный ремонт. До 15 июня мы все дороги должны отремонтировать. Но будет повторная оцифровка ям. И не только повторная, то есть она будет постоянно. Лада Гранта по цене новой иномарки. 2 дня поездил, и у меня загорелась контрольная лампа давления масла. То есть буксует она, вот буквально вот не едет машина. Сразу несколько жителей республики считают, что их обманули при покупке автомобиля. Их вообще нет. Машина вот там стояла, отсюда выгнали ее. Скрытая угроза. В республике около 60 человек заразились мышиной лихорадкой. Это очень тяжелое заболевание, очень тяжело оно проходит. У меня было состояние средней тяжести. Каким последствиям может привести болезнь и как обезопасить себя от грызунов, расскажем в конце выпуска. Башкортостану вновь рукоплещут. На главной сцене страны республика в очередной раз представила одну из своих лучших постановок. Балет «Фантазия Рахманинова. Симфония длиною в жизнь», претендент на премию «Золотая маска». В Уфе постановку уже видели, а вот московский зритель оценивал ее впервые. Это 5-я за последние годы премьера башкирских артистов на сцене Большого театра. Мой коллега Артур Шамсудинов побывал не только в зале, но и за кулисами. Хронология от репетиции до финального занавеса в следующем материале. Получается, ты сейчас столбом. Ну вот эти все. А вы просто попросили так не делать? Да, ну нет, ты сейчас переборщил немножко. Как-то она стоя получилась, понимаешь? Этот спектакль они уже неоднократно играли на родной башкирской сцене. Но здесь каждое движение отрабатывают как в первый раз. Все-таки и груз ответственности, и новые стены. Далеко не всем выпадает честь выступать на главной сцене страны. Зал Большого театра раза в 3-4 больше зала Башкирского театра оперы и балета. Впрочем, это для артистов особой роли не играет. А вот сцена, которая тоже куда свободнее, требует определенной адаптации. Именно поэтому здесь провели несколько прогонов, чтобы артисты как следует освоились и чувствовали себя как дома. Да, сцена побольше, хотя сейчас ее декорациями и картиной выстроили так, что она практически такая же, но это всегда, какая бы сцена ни была, если это новая сцена, это всегда другие ощущения, и это всегда немного, сложно. Еще одна сложность во время репетиций – повышенное внимание со стороны прессы. Ведущему солисту и по совместительству хореографу постановки приходилось танцевать в промежутках между многочисленными интервью. Олег Габышев признается, что успех превзошел все ожидания. Получить наслаждение, выступить на сцене исторической, мне кажется, это мечта. Показать каждому хореографу на этой сцене. И не только здесь показать, еще и станцевать. Поэтому это здорово, что Башкирия делает так, что мечты сбываются. Мировая премьера балета о великом русском композиторе Сергее Рахманинове прошла в Уфе в ноябре 2023 года. На сцене Большого театра постановку представляли впервые, и не просто так. Спектакль – один из главных претендентов на премию «Золотая маска» сразу по 4 категориям. Самая главная изюминка – то, что передать именно биографию композитора, не рассказать ее, а передать ее посредством танца. Вот это удивительно.
Спектакль поразил не только красотой хореографии, но и великолепием декораций и костюмов. Балет охватывает сразу 3 эпохи, для показа которых было создано порядка 350 нарядов. Все в цехах самого театра оперы и балета. Башкирский театр оперы и балета – это театр полного цикла, который может сделать спектакль сам, не привлекая никакие сторонние организации, что прекрасно, да, когда можно спектакль шить дома. Так что то, что на них, это настоящая высокая мода, сделанная руками башкирских мастериц из театра. Именно на сцене Большого театра состоялся дебют самого Сергея Рахманинова. Здесь же зрители рукоплескали его другу, Федору Шаляпину, который, к слову, начинал свою карьеру в Уфе. Для великого баса в балете отвели единственную оперную партию. Премьера в Большом собрала настоящий аншлаг. Оценить башкирскую постановку пришли настоящие звезды. С удовольствием пришел, потому что я знаю, что будет все профессионально и красиво, и получим массу удовольствия. Есть школа, есть хорошие артисты, поэтому... У меня дочка занималась в балетной школе, так что я балет очень люблю и очень часто прихожу сюда, в Большой театр. В советскую эпоху республиканская труппа на сцене Большого театра выступала в 1955 году. Вновь показы башкирских постановок на исторической и новой сценах возобновились в 2019-го. Мы очень признательны руководству Большого театра. Валерий Бесалович наш поддержал очень здорово. И вот у нас желание большое, чтобы каждый год мы новую постановку нашего театра оперы и балета здесь демонстрировали, показывали и делились этой радостью с очень требовательной жителями Москвы в этой части. Спустя десятилетия возвращение коллектива на главную сцену страны стало символом признания вклада искусства республики в общероссийскую культуру. Потрясающий балет. Я успела и расплакаться, и посмеяться, все ладошки себе сбила. Спасибо большое за такие потрясающие впечатления. Это правда здорово. Спасибо. Необычное ощущение. Во-первых, ты пережил жизнь Рахманинова через танец, через оперу, через какие-то новые подходы. И это было так нежно, это было так эстетично, это было очень красиво. И, знаете, каждый раз сидела и думала, это же башкирский балет и опера. Это часть здоровья, не только физического, но и духовного. Блестящий сегодня вечер. Не первый раз сюда уже прихожу на выступление артистов Башкирии, поэтому спасибо вам большое. Высокую оценку работа башкирского театра удостоена и от признанных балетных мастеров. Я сама буквально день назад приехала из Уфы, где у нас был большой спектакль о Чайковском. И очень приятно видеть такую грандиозную работу и такой грандиозный размах. Вот это мне очень нравится. Тот спектакль, на который не страшно идти. После финальной сцены зал взорвался овациями. Московские зрители стоя приветствовали башкирских артистов. Ну а исполнители уже после того, как закрылся занавес, наконец смогли выдохнуть. Впрочем, ненадолго. Очевидно, это не последняя постановка на сцене Большого театра. Спасибо. Это еще невероятно чувственный спектакль. И мне кажется, что мы этими чувствами поделились с залом. Артур Шамсудинов и Булат Садриев. Итоги недели. Москва. К новым высотам в Уфе прошел 7-й форум школьного образования «Взлетай». В конгресс-холле Таратау директора школ, учителя, педагоги и воспитатели детских садов поделились опытом своей работы, обсудили насущные вопросы и сообща выработали пути их решения. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава республики Ради Хабиров. Как изменилась башкирская школа, на какие меры поддержки могут рассчитывать учителя и почему это не профессия, а призвание? В репортаже нашего корреспондента Азат Садреева. Сабиля Гайзуловна с трепетом осматривает каждый артефакт Великой Отечественной. На войне погиб ее отец, и лишь спустя 67 лет удалось найти его останки в Орловской области. Поэтому к школьным поисковым отрядам у пожилого педагога особое отношение и уважение. Очень важная работа для молодого поколения, очень важная работа. Молодые должны знать, что мы перенесли такую страшную войну, где погибло более 20 миллионов человек. Это же целая страна большая.
Военно-патриотическое воспитание молодежи в условиях СВО приобрело особое значение, и примером служат выпускники школ, которые уже с медалями и орденами на груди приезжают в гости к своим учителям. У нас есть поисковое движение «Батыр», которые каждый год выезжают на места сражений Великой Отечественной войны и ведут там раскопки. У нас есть музей боевой славы, есть у нас 2 шеймуратовских класса. В целом же система образования Башкортостана считается одной из крупнейших в России. В республике обучаются и воспитываются более 1,5 миллиона детей. И каким будет их будущее, зависит не только от семьи, но и от воспитателей и учителей. Учитель – это прежде всего призвание. Это надо очень сильно любить ребенка и стараться ему дать максимальные знания, которые ты сам ими владеешь. За последние годы сфера образования Башкортостана изменилась кардинально. Уроки и дополнительные занятия проводятся в современных школах и кабинетах, укомплектованных новейшим оборудованием. В республике строят крупнейшие в Поволжье учебные заведения. Только в этом году откроются 9 новых школ и 35 после капитального ремонта. Мы в этом году сдадим школу в Кузнецовском затоне на 2200 учащихся. Представляете, 2200 учащихся. Это самая большая школа в Приволжском федеральном округе. И все те школы, которые в том числе в рамках конституционных соглашений с прошколой мы делаем, это тоже большие школы. По 1600, по 1200. Поэтому эту работу мы продолжаем. Растут и суммы именных грантов главы Башкортостана для педагогов и воспитателей. Поддержка оказывается в том числе и сельским учителям. Лучшие из них получат премии по 690 тысяч рублей. Гранты молодым педагогам дошкольных организаций составляют 575 тысяч. На личном контроле Радия Хабирова развитие среднепрофессионального образования. Конечно, для нас сейчас это важнейшее направление. Это важнейшее направление, и уж поверьте, вот буквально у нас 2 недели назад заседание выездного комитета Госдумы было, только этот вопрос и качали, потому что все понимают, не будет среднепрофессионального образования, мы не насытим потребности нашей экономики в нормальных квалифицированных кадрах. Поэтому огромное спасибо вам, уважаемые педагоги, среднее профессиональное образование. Вы занимаетесь самой настоящей государственной работой. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приняла участие в мероприятии в онлайн-формате. Она рассказала, каким последствиям может привести школьный буллинг и как его избежать. Всего же форум «Взлетай» традиционно собрал сотни учителей со всей республики. У многих за плечами десятки лет трудового стажа. Лучших из них глава Башкортостана отметил почетными званиями и грамотами. Очень много грантов уделяется. Большое внимание школе и образованию уделяет глава республики Радик Фаритович. Большое развитие сейчас уделяется дополнительному образованию, тоже способствует образованию в целом. Ну и, конечно же, рост благосостояния учителя. Говорили не только о достижениях, но и проблемах в образовательной отрасли. Зачастую учителя завалены дополнительной бюрократической работой, которая отвлекает их от основных обязанностей. На форуме предложили разработать стандарты снижения нагрузки на учителей. К сожалению, иногда педагог становится заложником того, что должен заполнять десятки систем, в которых сотни, а иногда тысячи показателей. Но я уверена, что вот такое консолидированное, очень содержательное обсуждение на круглых столах, и затем, когда мы на пленарной части выходим к конкретным предложениям, безусловно, станет еще одним шагом вперед на пути укрепления системы образования и воспитания в Республике Башкортостан. Ну и, конечно же, вот лучшие практики мы всегда с удовольствием представляем для других субъектов Российской Федерации. После каждого форума система образования республики взлетает на новые высоты. По итогам прежних встреч приняты важнейшие решения о 5-дневной учебной неделе, улучшении качества школьного питания, создании полилингвальных гимназий, открытии современных стоматологических кабинетов, выделение грантов молодым педагогам. Учителей услышали и на этот раз. Все их предложения будут реализованы в ближайшее время. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Рустем Галямов. Итоги недели. Уфа. За освобождение города Суджа в Курской области Верховный главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Путин отметил полк мобилизованных 12-20, сформированный из жителей Башкортостана. После укомплектования в Пензе подразделение дислоцировалось на Купянском направлении, а после было переброшено в Курскую область. Мобилизованные военнослужащие точными ударами дронов уничтожали бронетехнику и скопление живой силы противника, срывали ротацию. По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова отличившимся бойцам вручили медали Минигали Шаймуратова.
Глава республики Хабиров Раджи Фаридович передает вам большой привет. Очень горд вами, особенно после недавних событий, где вы были отмечены похвалой Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. И привез вам государственную награду Республики Башкортостан, чтобы отметить вас за ваш ратный труд. Раджи Фаридович передает вам большой привет, все добрые пожелания. Благодарю главу Республики Башкортостан Радию Хабирову и весь наш башкирский народ за оказанную поддержку во время провождения нас на фронте. Всем большое спасибо. Тем временем в зону СВО прибыл 11-й гуманитарный обоз, собранный Союзом общественных инициатив Зауралья. В отработке заявок военнослужащих приняли участие предприниматели и жители Юго-Востока Республики. Мобилизованным и именным башкирским батальонам передали квадрокоптеры, дрон-детекторы, рации, генераторы и ноутбуки. Также союзовцы по традиции привезли гуманитарную помощь и для социальных учреждений Краснолучинского района ЛНР. По плану у нас посещение детского садика «Барвинок» в городе Красный Луч, коррекционные школы в городе Петровская. Для них мы привезли гуманитарку, тоже по запросам. Ну и также самое основное, конечно, это поддержать наших земляков, военнослужащих гуманитарной помощью из 428-го полка. Это у нас разведчики мобилизованные. Посетить наших земляков в полку Башкортостан и в батальоне Шаймуратова. На неделе одной из актуальных тем в республике стал ямочный ремонт. После зимней консервации запущен 31 асфальтобетонный завод. Остальные начнут свою работу в течение мая. Согласно системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры, на региональных и межмуниципальных дорогах устранено более 12 тысяч дефектов покрытия. Это 40% от общей цифры. Ремонтные работы планируют завершить до 15 июня. При этом будет проведена повторная инспекция, чтобы заделывать своевременно вновь образованные ямы. Сюжет Динары Тимасхановой. Прежде чем горячая смесь покинет территорию завода, ее в небольшом объеме забирают лаборанты. Девушки формируют керны, подвергают образец разным испытаниям, сушат его, выжигают и даже наносят ему удары. Асфальт бывает тяжелый, А16 ВТ. Если он тяжелый, мы делаем 70 ударов. Если НК, то уже, соответственно, делаем меньше ударов, 50. Получается, испытываем асфальт на зерновой состав, на максимальную плотность, на объемную плотность, на воздушные пустоты. Операторское сердце асфальтобетонного завода. Система автоматизирована полностью. Специалист на мониторе наблюдает за процессами обработки щебня, начиная от погрузки в емкости материала до готового асфальта. Лаборатория нам дает рецепт. Мы этот рецепт вбиваем в компьютер, а уже завод сам считывает килограммы. Потом мы выдаем асфальт, лаборатория еще раз проверяет, и уже после вводятся корректировки. После корректировок уже полноценно выпускается асфальт. Материал, который непосредственно поступит на завод, доставляется с помощью ЖД-путей, а также автотранспорта из карьеров Оренбургской и Челябинской областей, а также из карьера села Абзаково Белорецкого района. Камень здесь абсолютно разной фракции, есть покрупнее, есть поменьше, но обязательно все они высокой прочности. Весь материал заготавливается сразу на весь сезон до окончания ремонтных работ. Стерлитамакская ДРСУ одним из первых после зимней консервации запустила выпуск горячего асфальта. В планах отгрузить более 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. 5 лет назад здесь был запущен новый завод. В час стали производить в 3 раза больше материала. Прежде чем начать сезонные работы по ямочному ремонту, все недочеты на дорогах необходимо занести в программу. Мы обследуем дороги, цифруем их, передаем управлению дорожного хозяйства. После того, как кураторы вводят в программу, мы уже начинаем устранять. После того, как устранили, мы уже еще раз оцифровываем и уже отчитываемся о выполнении. То есть каждый человек может зайти в интернет, посмотреть, эта яма устранена или не устранена. По такой же схеме оцифровка, а потом облагораживание работают и дорожники Нефтекамска. Водители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Все ремонтные работы направлены в первую очередь на безопасность езды по дорогам города. Сейчас фрезеруем, тут же латаем. Пока погода, к сожалению, не дает в полный рост работать, но в этом году весна ранее, поэтому мы пораньше, в принципе, начали работы. Проводится еще дополнительная дефектовка. В завершении ямочного ремонта планируем до майских праздников. Будем стараться успевать. Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, сокращенно СКПДИ, работает с 2020 года и показала себя с положительной стороны. Однако не все муниципалитеты воспользовались этим полезным инструментом в ямочном ремонте. Глава республики сделал замечание тем, кто не проводит эту работу, и поручил заняться оцифровкой выбоин. Мы почему это сделали? Мы хотели систематизировать эту работу. Мы сперва должны понять степень бедствия. Для этого придумали оцифровку. Так? Есть контрольная, я так понимаю. Андрей Геннадьевич, вы так прошиваете эту историю. Так делаете? Что не делаете? Смотрите, уважаемые коллеги, я вас прошу все-таки этот вопрос смотреть. Контрольное управление. Надеюсь, после сегодняшнего замечания все приступят к этой работе. Всего же проинспектировано более 70% местных дорог с асфальтобетонным покрытием. Обнаружено свыше 32 тысяч ям, над устранением которых сейчас работают дорожники. До 15 июня мы все дороги должны отремонтировать. Но будет повторно, я уже говорила это в своем докладе, повторная оцифровка ям. И не только повторная, то есть она будет постоянно, потому что ямы образовываются вновь в каких-то моментах. Проинспектировать и оцифровать дефекты муниципалитеты должны до 1 мая, а полностью завершить ямочный ремонт до 15 июня. К слову, на сайте мэрии Уфы есть вкладка, где каждый может добавить найденный на дороге дефект и там же отслеживать его историю. Динара Таймасханова, Азат Садриев. Итоги недели. На неделе издатели портала Pruфы.рф Рауфу Рахимову осудили за побои и признали виновным в совершении административного правонарушения. Такое решение приняла мировой судья участка по Кировскому району Уфы и назначила медиа-менеджера 80 часов обязательных работ. Напомню, в конце февраля этого года женщина, находясь в здании Кировского райсуда, нанесла блогеру Арслану Никматьянову удар ладонью по лицу, причинив острую физическую боль, а также повреждения в виде кровопотека в височной области. Мужчина запечатлел на видео момент, когда Рауфа Рахимова пыталась остановить съемку. На основе всего этого он подал заявление в полицию. Руководитель СМИ свою вину не признала. Эксперты отмечают, люди, которые трудятся в информационной сфере, должны внимательно относиться к своей репутации. И то, как люди будут относиться к публичным деятелям после их громких высказываний и действий. Здесь надо быть очень корректным, с пониманием того, как будет интерпретировано ваше действие или бездействие. Все люди публичные, они несут двойную ответственность за все, что происходит. Потому что мы сегодня в состоянии очень напряженного информационного состояния. Этот конфликт, его не надо сегодня развивать. Надо просто всем сделать правильные выводы и всем понять свою меру ответственности. Ранее Верховный суд Башкортостана оставил без изменений приговор в отношении Рауфы Рахимовой, а именно штраф 30 тысяч рублей за распространение публикации о неуважении к власти и обществу. Эксперты подчеркивают, что в условиях проведения специальной военной операции давления со стороны западных стран важно соблюдать консолидацию не только обществу, но и средствам массовой информации. Если издание масс-медиа в гонке за политической сенсацией вносит смуту в обществе, то это всегда работает на руку нашим противникам и врагам. А ведь поводов для консолидации сегодня очень много. Важно популяризировать объективно и показывать успехи, которые демонстрирует наш город, наша республика, наша страна в целом, нежели пытаться найти иголку в стоге сена. Ну а теперь авторская рубрика нашего коллеги Руслана Шарафудинова. В своем еженедельном обзоре он расскажет о ключевых новостях в контексте своего личного восприятия. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов и наша традиционная рубрика «Между нами». В эти дни в Башкирии случилось настоящее снегопреставление. Зима совершила вероломную и, надеемся, последнюю контратаку, засыпав снегом по колено всю Уфу и почти всю республику.
Наибольшее впечатление этот погодный зигзаг произвел на автовладельцев. Настолько большое, что 10 апреля в разгар снегопада в час пика в Уфе не было пробок. Вот всегда бы такая гражданская сознательность. Безусловно, неделя прошла под знаком большой культуры. Триумф башкирского искусства на федеральном уровне. На главной сцене главного театра страны, легендарного Большого, состоялась премьера балета фантазии Рахманинов «Симфония длиною в жизнь», которую представил Башкирский государственный академический театр оперы и балета. Топ-уровень исполнения, топ-уровень гостей, топ-уровень впечатлений. И это стало заметной вехой в культурной летописи Республики Башкортостан. Последние годы наши ведущие творческие коллективы регулярно выступают на самых известных театральных и концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга. Башкирия уверенно заняла место на авансцене культурной жизни страны. Такие гастроли – это не только и не просто искусство, это политика продвижения региона. Ради Хабиров понимает толк не только в твердой руке, но и мягкой силе. С самого начала у него была идея, чтобы Башкирия снова стала крутой, которую не стыдно и в столицах показать. Одно из главных достижений последних лет – то, что удалось внушить нам самим себе, что все по плечу. Кто хочет добиться чего-то, ищет возможность, кто не хочет, ищет причины. Теперь мы ищем возможности и находим их. Представьте себе такую историю. Рабоче-крестьянская Золушка с очень славным прошлым и традициями, но немного подзабытая в тени своих более бойких соседок-сестриц, приехала для участия в столичном шоу «Голос». И тут выясняется, что все при ней – и красота, и талант, и харизма. Несколько очень успешных выступлений, и вот она уже в центре внимания, выходит на новый уровень и становится признанной звездой. Ее все приглашают к себе и рады сами приехать в гости. Это не сказка, а притча про культурную и светскую жизнь Башкирии. Светскую в смысле, что мы теперь открыты всему свету. Кстати, космический взлет на мировую орбиту наших ребят из группы Айола с суперхитом «Хомай» – яркое тому свидетельство. Теперь о Башкирии и народном эпосе «Урал-Батыр» знают десятки миллионов людей во всем мире. И качество произношения здесь, между нами, точно не самое главное. За последние годы Башкортостан совершил креативный поворот и стал признанным центром ярких культурных событий. Все флаги в гости к нам. Брендовыми для Башкортостана стали такие проекты, как международные фестивали «Сердце Евразии», патриотической песни «Время героев», классической музыки «Романтик осени», фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт-Аты», всемирная фольклориада «Китаб-Байрам», «Купец 2.0», «Айда играть», масштабные фестивали, конкурсы и форумы открывают миру новое творческое лицо региона 102 и формируют его привлекательный, стильный и современный образ. И в завершение немного уфимской хроники о Рауфе Гареевне Рахимовой, которая с течением времени уверенно перешла из категории светской в криминальную. Одно решение суда за другим. Дискредитация вооруженных сил, распространение недостоверной информации, теперь вот и до побоев добрались. Приступ агрессии медиадамы в отношении несчастного блогера Нигаматьянова, который ей в сыновья годится, обернулся мировым судом и приговором за побои. 80 часов обязательных работ. Что дальше? Уголовка или статус иноагента? Федеральные силовики методично сжимают железное кольцо правосудия вокруг пруфов. И это неудивительно. Не нужно играть с государством в азартные игры и постоянно его провоцировать. Если ты сеешь вокруг фейки, желчь и злобу, ну так они к тебе и вернутся. Закон бумеранга работает безотказно. Гадание на кофейной гуще и высасывание из пальца – самые популярные источники информации для пруфов. Если верить этому фейко-порталу, все коммунальное хозяйство у нас в Башкирии в страшной разрухе. Если приговор вступит в законную силу, то у Рауфы Гареевны будет отличная возможность целых 80 часов своими руками поработать на его восстановление. И это будет действительно полезный труд на благо общества. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.
Вместо обещанного авто за 900 тысяч «Лада Гранта» стоимостью более 4 миллионов рублей. Мужчина, купивший отечественную машину за баснословные деньги в одном из уфимских автосалонов, считает, что его обманули, оказав психологическое воздействие. Жертвой недобросовестных автодилеров себя считает и другой уфимец, который приобрел подержанную иномарку. О том, в каких ситуациях можно оказаться, решив обзавестись машиной, расскажет Руслан Бутыргариев. Вот запасное колесо. Вы представляете, вот какое мне запасное колесо мне оставили. Как без запасного колеса ездить? Оно, конечно, есть, но проехать на таком ни практически, ни теоретически невозможно. С этим запасным колесом жителю Уфы Федрату Салимянову продали подержанный автомобиль. Но проблема даже не в изношенной резине, а в состоянии самой машины. 2 дня поездил, и у меня загорелась контрольная лампа давления масла. И начала буксовать АКПП. То есть буксует она, вот буквально вот не едет машина. Так одна за другой начали выходить наружу болячки автомобиля, которые не были прописаны автосалоном при продаже, говорит Федрат Салимянов. В итоге купленный за 900 тысяч корейский внедорожник стоит в гараже, а мужчина обратился к юристу. Касаемо именно ООО «Автосеть Урал», была подана претензия еще в том году, в декабре, по поводу разъяснения ряда моментов и расторжения, собственно говоря, договора купли-продажи в связи с некачественностью автомобиля и недостающей информации об этом автомобиле, что не дало клиенту, потребителю сделать объективный выбор. На момент нашего визита в автосалон никого из руководителей на месте не оказалось. Уже позже продавец прокомментировал свою позицию по телефону. В акте приема передачи все рекомендации по автомобилю прописаны, в том числе то, что нет запасного колеса в автомобиле. То есть клиенту машину полностью показали, рассказали про эту машину, про техническое состояние. Владелец подержанного внедорожника хочет достичь с автосалоном мирового соглашения, вернув им автомобиль. Избавиться от неудачной покупки пока без подключения Фемиды хочет и Руслан Арсланов. Мужчина в прошлом году увидел в интернете рекламу о продаже Renault Duster за 900 тысяч рублей. Позвонил по телефону и наутро отправился в салон. Того самого авто не оказалось. Менеджеры начали уговаривать на другую покупку. В итоге уехал домой на «Ладе Гранте» с кредитом в 4 миллиона 205 тысяч рублей. Что за салон? «Вояж». Находится город Уфа, улица маршала Жукова, 14/1. Как они работают, по вашему мнению? Они работают, они действуют психологически. То есть они берут клиента, который заходит, окружают со всех сторон. Там действует менеджер, кредитный специалист. То есть подключают директора, который уговаривает на все это. То есть, получается, они под давлением клиента заставляют подписывать документы, которые им выгодны. Расторгнуть договор и вернуть машину автосалону. Вот чего хотят сейчас они. Руслан Арсланов, инвалид 3-й группы, ко всему он перенес инсульт. Сестра мужчины уверена, что менеджеры и руководство магазина воспользовались беззащитностью клиента. Вместе с родными Руслана мы отправились в тот самый автосалон. Такого поворота не ожидал никто. Их вообще нету. Машина вот там стояла, отсюда выгнали ее. Отсюда вот на 2-й этаж поднимаюсь, там начальство сидело. Туда нас на 2-й этаж поднимали. Не только уфимцы попадают в ловушку недобросовестных автодилеров, говорят юристы. Жители, приехавшие за покупкой с районов, еще чаще оказываются пострадавшими. Да и обмануть их порой бывает проще. Отец после инсульта, он ничего не понимал, его показали. Он все, где что надо, подписал. Так мы остались без гаранта, и который хотел машину, не оказался, и пришлось купить другой вариант, чтобы без машины не уехать. Гранту во сколько они оценили? 10 тысяч. Я вот этих документов вообще не видел. Но машина по пути же сломался. Мы не успели выехать в Уфу. Не успели выехать. Все, загорелись датчики, как называется? Охлаждающие жидкости. И машина начала дуть холодный воздух. Мы до Аска на 300 километров ехали вот так. В обоих случаях они ехали за одним авто, которое увидели в объявлении, а по приезду его не оказалось. В итоге пришлось купить другое. Уж больно сильно расхваливали менеджеры свой товар на колесах. Только вот ехать он иногда отказывается. Руслан Бутыргариев, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Многодетная мать, потерявшая в пожаре сыновей, рассказала детали рокового дня. Трагедия произошла в начале недели в многоквартирном доме в Уфе. В пожаре погибли бабушка и 2 детей. Мама в это время была на работе. Возгорание произошло днем.
Семья благополучная. Дарья, мама 5 сыновей, сейчас находится в шоке. Пытается отойти от горя и ради 11-летнего сына продолжить жизнь. С ней встретилась моя коллега Анастасия Чебаева. Что там, говорит, между шифонером и диваном было? Я говорю, ничего, там гладильная доска стояла. Все. Там ничего просто ничего не могло быть. Вся последняя неделя для нее словно блуждание в тумане. Безрезультатные попытки сложить пазл и понять, как в один миг она потеряла 2 сыновей и маму. В тот день Дарья забрала детей из садика. Присмотреть за ними пришла бабушка. А она убежала на смену, на завод, предварительно зайдя за блокираторами для окон. Беспокоилась за детей. Скоро лето, как бы не выпали. Думаю, дойду до работы и позвоню. Я дошла до работы, только включила станки. Мне звонит соседка, говорит, там все взрывается. Взрыв, говорит, произошел, говорит, один, там дети, пожарные, говорит, Даш, давай бегом, говорит, с работы. Я пока добежала, соответственно, тут уже вынесли их и пытались реанимировать. Меня не пускали туда. Несколько бригад скорой помощи в течение получаса пытались спасти 2 мальчиков 3 и 7 лет и их бабушку. Но, несмотря на усилия медиков, сделать это не удалось. Погибшие надышались продуктами горения. Что же произошло в квартире в тот день, специалисты смогут ответить после получения результатов экспертизы. Сама Дарья предполагает, что была утечка газа. В начале месяца она заметила неисправность оборудования. То есть колонка была новая, 2 месяца, как я ее купила. Но если она уже неисправность дает, то может заменить, выкинуть ее или что-то поменять, потому что я очень боюсь газа. Поэтому я перекрыла газ, вызвала газовщика. Это было, по-моему, 3 числа, у меня квитанция осталась. Может, проблема не была устранена. Но пока это лишь догадки. У Дарьи остался старший сын, который живет отдельно, и 11-летний Трофим. Мальчика в момент пожара не было дома. В это время, когда мы пришли из садика, мама ушла на работу, а я ушел гулять с другом. Он на улице был. Ничем не помочь. Держимся. Надо, потому что много еще сделать. Сейчас не бросать. Отвлекаться. Поддержку Дарья сейчас нашла в церкви. Священнослужители сами вышли с ней на связь. Вера, надеется она, поможет справиться с горем, найти ответы на вопросы, которые мучают ее все эти дни. 3 года назад она уже потеряла ребенка. Сын с детства страдал серьезным заболеванием, а в пандемию умер от осложнения ковида. Едва сумев оправиться от потери, она получила очередной удар. Беседа с батюшками, то есть немножко полегче. Я понимаю, что это все временно. Я все равно буду переживать, но хотя бы как-то сменить. Сейчас, говорит Дарья, ей нужно думать о Трофиме. Мальчик не по возрасту мужественно переносит потерю братьев и изо всех сил старается поддержать маму. Пожар уничтожил квартиру и все их имущество. Мебель, техника, вещи пострадали, если не от огня, то от копоти. Сейчас Дарья хочет найти временное жилье поближе к школе. Она одна воспитывала детей, и ждать поддержки ей не от кого. Но каждый может протянуть руку помощи, помочь маме и сыну наладить жизнь. 7 апреля стало для них черной чертой, преодолеть которую одни они не в силах. Анастасия Чебаева, Вадим Исламов. Итоги недели. Тем временем в Уфе прокуратура устанавливает обстоятельства и причины отравления годовалого ребенка снюсом. По предварительным данным, малыша доставили в больницу 9 апреля. Ему оказали медпомощь. Сейчас маленький пациент находится под наблюдением врачей. Известно, что мальчик, будучи под временной опекой своей прабабушки, проглотил жевательный табак, который предположительно принес знакомый внучке женщины. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит условия проживания ребенка, даст оценку работы органов опеки и попечительства, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее мы уже рассказывали о нелегкой судьбе этого мальчика. Напомню, его едва не убила собственная мать. По версии следствия, с февраля по октябрь 2024 года Виктория и Никита Минаевы лишали ребенка необходимого питания, оставляли одного с питомцами, держали на полу в ящике без одежды. Впоследствии Вика вместе с мужем попросту сбежала в другой город, где оба попали в криминальную историю. Малыша передали под опеку бабушки.
Республика станет еще зеленее. Тысячи саженцев хвойных деревьев начали выкапывать из земли, чтобы дать им новую жизнь в лесах Башкортостана. В этом году планируют восстановить более 15 тысяч гектаров леса. Свой вклад несут участники приближающейся акции «Зеленая Башкирия». Обо всем подробнее расскажет Алия Эльтубаева. Чем меньше саженец, тем быстрее он приживется, говорят сотрудники лесхоза. А как известно, правильная копка сосны и ели уже залог успеха. Специалисты вышли в поля, как только устоялась плюсовая температура. Так получится оперативно собрать и упаковать двухлетние хвойные деревья. За ними уход, прополка, рыхление. Стараемся удобрять удобрениями их, чтобы все-таки они были покрепче. Когда корневая система уже сформировавшаяся, будем на протяжении 2-3 недель высаживать, потому что площадей много, они все в разных местах, поэтому там уже подольше. Но храниться он будет в снежном бурте, посадочный материал, поэтому в рост не пойдет, высыхания у него не будет. Только в Нуримановском районе республики высадят 32 гектара нового леса. Основной упор делают на культивировании ценных хвойных пород, сосны и ели. Остальные деревья в основном появляются самосевом. На отдельном участке уже вовсю растут окрепшие хвойные саженцы. Эти сосны еще в 2-летнем возрасте высадили 4 года назад. На территории более 3 гектаров вскоре расположится большой сосновый лес. Например, эта сосна через 10 лет станет выше человека. Помимо этих деревьев мы еще сажаем посадки, вот где аллеи, мы даем крупномеры для озеленения. Приезжают, забирают. Муниципалитеты республики начали благоустраивать парки и скверы. В рамках ежегодной акции «Зеленая Башкирия» появится 135 тематических аллей. Жители региона высадят порядка 8 тысяч крупномеров и 70 тысяч других саженцев. На еженедельном оперативном совещании Ради Хабиров подчеркнул, что компенсация позволит сохранить леса Башкортостана. Главам муниципалитета говорю, все-таки старайтесь опоры. Я понимаю, это денег стоит, но хотя бы маленькие, но каждый год делать весной и осенью сажать крупномеры, чтобы у вас появлялись такие тематические аллеи. Очень хорошо делается, значит, в городах у нас, в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке. У нас есть где-то уже там целый лес вырос, то, что все-таки не первый год акцию проводим. Мы должны компенсировать, высаживать больше, чем вырубаем. Глава региона поставил задачу вернуть к жизни леса. В планах восстановить свыше 15 тысяч гектаров. Цель у нас в текущем году – это баланс соблюсти на уровне 100%, не менее 100%. В прошлом году у нас такой баланс был на уровне 118%. То есть мы больше восстановили лесов, чем мы вырубили. Также с 18 апреля Башкортостан присоединится к международной акции «Сад памяти» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества в республике высадят около 2 миллионов деревьев на 85 участках. Алия Эльтубаева, Артур Хуснудинов, Виктор Демидов. Итоги недели. Около 60 жителей Башкортостана с начала года заразились мышиной лихорадкой. По словам специалистов Роспотребнадзора, геморрагической лихорадкой подвержены сейчас те, кто открывает дачный сезон и занимается лесозаготовкой. В зоне риска жители юго-западной части республики, а также городов Октябрьский, Туймазы, Уфы и Уфимского района. О том, как обезопасить себя от болезни, что рекомендуют врачи-эпидемиологи и люди, которые на себе перенесли мышиную лихорадку, расскажет Даниэль Байков. Вот, например, здесь 100% жили мыши. Иван Зорин уже с легкостью определяет на своем дачном участке места обитания грызунов. 3 года назад, говорит садовод, из-за влажной погоды мышей в СНТ было достаточно. С помощью ловушек поймал больше 40 штук. Одна полевка оказалась зараженной. Уборку в доме и на участке проводил в маске и перчатках. Но даже меры предосторожности не уберегли. Осенью 2022-го мужчину госпитализировали в инфекционную больницу. Состояние становилось все хуже. Где-то, наверное, только на 10-12 день я более-менее начал вообще пришел в себя. То есть это очень тяжелое заболевание, очень тяжело оно проходит. У меня было состояние средней тяжести, врачи ставили. Слава богу, не дошло до реанимации, но я видел очень большое количество пациентов. В Башкортостане с начала года мышиной лихорадкой заразились около 60 человек. Ей подвержены те, кто открывает дачный сезон и занимается лесозаготовкой. Как правило, это рабочие, аграрии, водители и трактористы. В зоне риска жители юго-западной части республики, а также Октябрьского, Туймазов, Уфы и Уфимского района. За 3 месяца у нас уровень заболеваемости ниже, чем средняя республика.
африканский уровень и чем за прошлые периоды. Это в первую очередь связано, что у нас 3 года назад были проведены эффективные обработки. По словам эпидемиологов, в регионе ежегодно обрабатывают акарицидными и дератизационными средствами территории парков, скверов и детских лагерей перед заездом. В этом году они также запланированы. В основном проводятся они во второй половине апреля или в начале мая, когда уже полностью снег растаял и земля сухая, и нет осадков. Непрошенных соседей в виде мышей ощутили на себе уфимцы в жилом комплексе «Сосны». 2 месяца назад грызуны наводнили территорию микрорайона, облюбовали дворы и подъезды многоэтажек. Причина нашествия – теплая зима, ведь квартал окружен полями. Переломить ситуацию удалось лишь после широкой огласки людей, а также обработки территории. По данному факту проведено выездное обследование. Отловленные мыши были исследованы на наличие вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В грызунах вирус не был обнаружен. Однако количество отловленных мышей превышало нормируемый показатель, что является показателем санитарного неблагополучия. Геморрагическая лихорадка – круглогодичное заболевание, вакцины от которой не существует. Распознать болезнь сложно, и она проявляется не сразу. Главное – вовремя обратиться к врачу, если есть симптомы. Сильная головная боль, боли в спине, в животе, конечности, области почек, озноб, может появиться тошнота, нарушение зрения и, самое главное, резкое повышение температуры до 41 градуса. И часто наблюдается покраснение глаз, лица, воспаление и сыпь. Вирус может передаваться через поврежденную кожу и грязные руки. В большинстве случаев при вдыхании пыли из высохших испражнений больных грызунов, говорят специалисты. Находясь на природе, к примеру, в лесу или парке, людям рекомендовано не садиться или ложиться на голую землю, где ранее обитали грызуны, и видны следы их пребывания. А еще во время приема пищи хранить в закрытых емкостях еду и напитки. И не забывать мыть руки водой с мылом или обрабатывать антисептиком. В борьбе с грызунами, говорят садоводы, все средства хороши. Начиная от капканов и отравленных приманок, заканчивая обработкой территории. К слову, с 1 марта данную услугу должны оказывать лишь те организации, которые имеют государственную лицензию. Несмотря на меняющуюся погоду, расслабляться тоже не стоит. Ведь геморрагическая лихорадка – одна из самых коварных болезней на планете. На полное выздоровление у многих уходит до полугода. Даниил Байков, Шамиль Каримов, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Сравняли счет в серии. Сегодня впервые плей-офф Салават уступил на домашнем льду. Дважды юлаевцы были в роли догоняющих, но во втором периоде уфимцам удалось выйти вперед. Сначала впервые в сезоне гол забил Динар Хафизулян. В третьем периоде впервые в плей-офф шайбу забросил Данил Алалыкин. «Спартак» перевернул игру за секунду до финальной сирены. Адам Ружечка перевел матч в овертайм, а затем отличился в дополнительное время в первой же атаке. 5-4 победа московской команды и 1-1 в серии. Следующий матч юлаевцы проведут в гостях во вторник. А вот наши девушки порадовали. Агидель стала победителем женской хоккейной лиги в рекордный 5-й раз. Уфимский клуб выиграл серию до 4 побед со счетом 4-0 у петербургской команды «Динамо Нева». Встреча проходила в северной столице и завершилась со счетом 2-5 в пользу гостей. В составе нашей команды шайбу забросили Вероника Коржакова, Ксения Тюрина, Карина Верховцева, дубль оформила Елизавета Роднова. По количеству главных трофеев женской хоккейной лиги Агидель является единоличным лидером среди остальных команд. На этом выпуск завершен. Далее смотрите программу «Республика Лайв». Спасибо за внимание. Оставайтесь на телеканале БСТ.